Мумитроль и новый друг. Осеннее солнце согревало всех и каждого в долине Мумитролей. Сниф и Мумитроль, как всегда, проходились по берегу моря и искали сокровища. Вдруг Сниф прокричал: «Мумитроль, Мумитроль, иди сюда, я нашел что-то!» Мумитроль открыл бутылку и прочитал: «Есть там кто-нибудь?» И подпись «Друг». Мумитроль проговорил: «Мы нашли самое лучшее сокровище — приключения!» Они собирались. Муми-мама дала Мумитролю теплые штанишки, и сказала: «Если ты замерзнешь, одень их». Снусмурфик дал ему свою палатку, а Муми-папа сказал: «Держитесь правее». И они отправились в путешествие. Волны покачивали маленький плотик. Они пели песенку про отважных путешественников, которые не боятся ничего. И сами они ничегошеньки не боялись. Но вдруг там испортилась погода. Маленький плотик смыло, как щепку. Но они успели забраться на палатку. Вдруг Мумитроль увидел вдалеке огонек, и они быстро поплыли туда со всех сил. Мумитроль увидел там своего старого друга Тутики. Тутики сказала: «Не бойтесь, пошлите спать, завтра все посмотрим». Мумитроль проснулся. Он был в отличном настроении и сам себе проговорил: «Трам-парам». Сниф, как увидел его, сразу сказал: «Море нам подарило очень много сокровищ». И правда, там было немало разных вещей. Тутики сказала: «Мы построим лодку». И они начали все строить. Они назвали эту лодку «Новый друг», а флаг сделали из теплых штанишек и поехали домой. Муми-папа увидел из телескопа, что плывет к ним какая-то лодка, и вместо флага у них теплые штанишки. Муми-мама сразу поняла, что это Мумитроль, и обрадовалась. Они все сели пить чай. Тутики рассказывала им разные истории. Все слушали ее, затаив дыхание. Муми-мама разрешила Тутике остаться в ихней старой купальне. Тутики согласилась. Все пошли по домам. Мумитроль и Фрёкин Снорк остались одни. Мумитроль дал Фрёкин Снорку золотой медальон. Фрёкин Снорк залилась румянцем и поцеловала Мумитроля в нос. И они пошли спать. Конец.